Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина и наш сегодняшний ролик о пристройствах. Сегодня мы покажем вам еще несколько судеб. В этих роликах мы не показываем весь их путь от спасения до пристройства, их будни или лечения, какими они становились после пережитого ада. Нет, ограниченное время эфира позволяет только показать, откуда мы спасали, какими были, и уже момент пристройства в семье. Но за всем этим стоит титаническая работа нескольких человек. И я бы отметила, самое тяжелое – это найти собаке дом, найти семью. А это бессонные ночи, общение с пиарщиками и единомышленниками, чтобы продвинуть хоть несколько душ в счастливую жизнь. И ни минуты покоя, без выходных работаем, чтобы сделать их счастливыми. Напомню, передержка или приют – это не цель в спасении, это промежуточный этап. Каждая собака должна иметь свой дом и любящую семью. Молодую овчарочку Милку, которую чуть не порвали в вольере за то, что сунула нос в решетку, протянувшись к человеку, пришлось спешно вытаскивать из этого вольера. Хотя она не входила в мои планы, просто случайно увидели грызню собак, когда приехали совсем за другими собаками. Вот так, случайно спасенная девочка-подросток, спустя месяцы, живя и пиарясь в Москве, уехала наконец-то на пристройство в Германию. Там ей и нашли семью. У нее есть все, чтобы быть счастливой. Она живет в семье, где предыдущая собака так была похожа на нашу Милочку, где есть уголок памяти о предыдущей собаке, и поэтому всю любовь и заботу они сполна дарят теперь Милке. Будь счастлива, малышка, чудом спасенная однажды. Sag mal Hallo nach Würzburg. Hallo Mila. Nee, fress mich nicht auf. So, jetzt gibt es Hähnchenbrust. Wir essen auch Hühnerfrikassee und jetzt gibt's Hähnchenbrust. Die Mila kann's nicht abwarten, allerdings ist es ja noch heiß. Скромную девочку Жулю я забирала из Астрахани в мае этого года. Жила она на улице. Год назад сбила машина. Пострадал глаз, который пришлось удалить. После операции она продолжала жить на улице, тихая, неприметная, знающая, как уйти в кусты или за дом, чтобы не раздражать людей. Но законы изменились. Началась эвтаназия. Вылавливали всех, без разбору. Город очищали от всех, кого легко было отловить. Жулька, доверчивая, наивная, была именно такой. И дни ее были предрешены. Я решила немедленно ее вывозить. Девчушка с хорошим характером. Ну и ничего, что с одним глазом. Надо было срочно спасать. И вот 3 месяца пиара дали свой результат. Нашлась семья, которая отозвалась ее приютить. Теперь наша девочка домашняя. Ее взяли 3-й собакой. Люди, которые умеют любить и у которых есть сердце. Спасибо им за это. Спасибо, что выбирают собаку не за красоту. Будь счастлива, малышка, и счастье этой семье. Summer.
Ну а вот поникшую, безжизненную, без сил, всю больную, с сосульками на глазах, простуженную собачку увидели случайно, приподняв шторку будки в вольере в ППЖ в минус 50 зимой. Видимо, понимала она безнадежное свое положение и с температурой за 40 пошла тихо умирать в этот вольер. Вот тогда я и увидела ее в таком положении. Конечно же, было безумно ее жалко. Не выдержала я, забрала ее. Потом было долгое лечение. Кроме простуды, еще и венсаркома. В общем, все прошли, справились и победили. Она большая умница, очень благодарная людям, которые о ней заботятся. Сейчас наша Мишелька в семье. Ее любимое занятие – лежать кверху брюхом и чтобы весь день поглаживали. Вот такая она нежная, ни разу не охранная собака, очень любящая людей, спасенная совсем случайно. А ведь могло этой замечательной девчушке не быть. Спасибо всем, кто помогал в ее лечении, в ее содержании. Спасибо Ане, которая тоже не прошла мимо ее судьбы и очень просила в ее спасении. Спасибо той семье, которая приняла нашу девчушку и которые счастливы с ней вместе. Девочку Джойку хозяин привел в клинику Якутска на усыпление, потому что переезжал в другой город. В этот момент там была неравнодушная женщина, которая сжалилась над ничего не подозревающим песиком, радостно виляющий хвостом. Она позвонила мне, рассказала, и я быстро приняла решение спасать, забирать немедленно. Переезд семьи в другой город – это не повод для смерти члена семьи. Пусть живет и пусть радостно виляет хвостом, но уже другим людям. Так и произошло. Будь счастлива, добрая, веселая, неунывающая Джойка. Ты заслужила хорошую, счастливую жизнь. Ну и как было пройти мимо танцующей собачули, худющая, стройная, как лань, издали завидев проходящего человека, с нетерпением вытанцовывала, радуясь, что, может, и к ней подойдут. И так танцевала всегда, перебирая ножками. В условиях ППЖ такие способы привлечь к себе внимание не оставляют равнодушным. И я решила, пусть лучше танцует, но в другом месте. И она тоже вскоре прилетела в Москву. Итак, полгода поиска семьи. И вот наша танцуля Кея, так мы ее назвали, в семье. Наконец-то у нее все хорошо. Она весела, активна, жизнерадостна, в любви и заботе. А что еще надо для счастья братьям нашим меньшим? Будь счастлива, милая девчушка Кея. Sehr gut, ja. Ja, ist der toll? Ist der toll? Ja.
Треда, черного пушистого песика, забирала я из ППЖ осенью 22 года вместе с десятком других собачуль. Тред был незаметным в огромной стае вольера, больше прижимался к заднему забору. Его можно было бы и не заметить, но издалека бросилась в глаза запекшаяся кровь на его склокоченной, грязной в колтунах шерсти. Под шерстью было не разглядеть его тощего тела и тем более ран. Сказали только, что не жилец. Плохо ему. Видимо, обижают, раз в крови и прижимается где-то сзади. По приезду в Москву привели его в порядок, сбрили весь ужас, который он носил на своем теле, залечили раны, откормили. И Тред расцвел. Такой шикарный и душевный песик скрывался под маской грязи и боли. 2 года пиара. Пару раз его выбирали, но что-то не складывалось. И вот, наконец, нашлась семья, и наш мальчик поехал в семью. Надеюсь, теперь у него все будет хорошо. И первые приветы из дома. Будь счастлив, настрадавшийся узник из застенков ППЖ. Сейчас поедем там покушать, да, покушать. Молодой подросток в вольере ППЖ, немного нескладный, не находил себе места, вис на решетке. Так не хотел он там сидеть, заглядывал в глаза человеку, гладкошерстный. Был ноябрь, холод. В общем, забрала я его. И его ведь жалко. Назвала Гариком. Потом были долгие месяцы поиска семьи. И вот недавно наш Гарик уехал в семью, где много гуляет, играет с детьми. Наш Гарик счастлив, его любят, и я счастлива вместе с ним. Я благодарю всех, кто помогает и поддерживает меня в деле спасения. Без вас не было бы многих счастливых судеб, друзья. И еще судьба одного узника ППЖ, замерзающего в декабре в -50. Зависал на решетке, весь в инее, проглядывался только розовый нос. Так и звала я его «Розовый нос», хотя переименовали в «Кари». Тоже был мной забран из ППЖ. Добрый, веселый, смышленый, уехал на пристройство в Европу спустя полгода. Так и остался в семье, которая взяла его на передержку. Счастлив, здоров, Якутск не вспоминает, только благодарит всех, кто помог не умереть там, кто причастен к его спасению, кто подарил ему вторую жизнь. Будь счастлив, розовый нос Кари. Друзья, мы радуемся таким роликам, радуемся, что они счастливы. Не видим, какой труд за всем этим стоит. А сейчас еще труднее. Это сдача анализов в единственной на все города лаборатории за 5000 на собаку, умноженное на десятки собак. И долгое ожидание 3 месяцев. А иначе не быть таким пристройством и не быть таким роликом. Друзья, помогайте, пожалуйста, делайте их счастливыми. Они нуждаются в нас. И без нас они не станут домашними.